Еще я хотела сказать. Дело в том, что я не знаю, как их назвать варвары, которые, я не знаю, кто родил. Но дело в том, что они, когда дошли до нас, они начали стрелять по домам, невзирая на то, что там были люди. Мне рассказала одна женщина, она не будет врать. На 8 марта это было. Слышу, едет машина, большая белая машина. Она останавливается, говорит, выходят оттуда представители, но на этой машине было черно-красный флаг. Говорит, берут там на автомат и мне говорит, а мы вот так... Черно-красный это что? Да. И он начинает говорить, а мне его было разбито. И она хотела даже посмотреть, кто там, а потом глянула, они. И она говорит, ну давай мы их сейчас будем поздравлять, этих тварей. И давай стрелять с автоматом по окнам. Она говорит, я как успела, говорит, не знаю. По гражданским? Потом еще выезжает бронетранспортеры, или вот пух, танк, заезжает на улице и давай стреляют. Этих. Начинаем мы говорить им, они говорят, это сепары вас стреляют. А я же говорю, как же, был разговор у меня с одним. Говорю, а как это сепары? Я знаю, что тут сепаров нет. Тем более слышу, говорит, я разговариваю с ним, я слышу, как едет этот танк время. И начинается падение снарядов. Какие сепары? Откуда у них, говорю, взялись эти сепары? Ну, было так случай, что мне чуть не убили, ну, живая. С 3 числа валили попасную, да, они как хотели. Любой дом, да, палят и все. Это нет. Специально бомбы. Спалили. Вот. Или, знаете, вся улица выкашивали, и фундамента нет. Начали с мероприятий, первые совсем не смотрели. Люди им бывали, не давали спалили людям полностью, бывать. а потом начали дома. Ну, вот так вот. Лежали Ну, прямо без выбора. Это уже Бьют по дому. А в домах укрепрайоны делали? Конечно. Да, Я слышала, на что каждой улице, лично в центре города, на нашем только переулке, сначала они зашли в район, двухэтажный дом, этот дом через неделю как бы разрушили, ну, в смысле, разбомбили, и они зашли в середину, еще один двухэтажный дом, ездил БТР, он скидывал по улицам, непосредственно возле этих домов, прямо на улицах, мешки с ракетами. Но это было последнее время, это было последние 2 недели. Ну вот, это самое. Там, ну, по всему городу он разъезжал, и там, где они стояли, подъезжал, да, мы даже знали приблизительное время. Все зависело от рассвета. Чем раньше начинался рассвет, тем, естественно, ну, раньше приезжал он. Из Попасной осталось куча мусора, доски, веревки, проволока. Нет, просто. Ни одного дома нет. Ни одного дома. Целого нет, это честно. Мы шли на машину, а не отдыхала. Мы не узнавали, где мы Последние 3 недели по улице горело 3-4 дома обязательно. 3-4 дома был пожар. Это что мы видели? А то, что мы не видели. я в Попасной работала, я перепью. Я в Попасной работала, ходила по всех улицах. Был хороший город. Но сегодня я выехала, я просмотрела эту всю Попасную, я просто испугалась. Это было просто, это страх был, это разрушение. И они что еще делали? Если им не нравится, допустим, у меня, я самостроецкого рода, был знакомый друг. Просто на одной улице шли. Они подошли к нему, и начался еще в 2014 году, подошли к нему и сказали, я сейчас закончу, и сказали, что, мол, там какой-то нужен был принятие у него, чтобы он принял у них этот металлолом. Он отказался. Что ж вы думаете? Он буквально через минуту по этому дому расстрелял этих семью эту, сына насмерть. И получается, 2 сына у него было. Один сын в одной комнате с женой был, а муж был с другим ребенком. И получается, его насмерть, дом разбили, и этот насмерть. И вот с нашей улицы тоже подошли, это уже вот недавно.
Машина, у него была машина и двухэтажный дом. Ну, родители строили почти давно. Они подошли, хотели забрать машину. Парень не отдал. Что ж вы думаете? Они буквально через минуту, он только успел выехать, ему полетела эта снаряд. Разбили. Все. Это за то, что он не отдал машину. Я не знаю, но это просто, я не знаю, каких слов можно подобрать. Так что я не знаю. Мне кажется... По продуктам. Была ли возможность воду, продукты брать? Сейчас скажу. Я сейчас скажу. Продукты, вот то, что Ханатов сказал, что нам не нужно продуктов, что это сепары, пусть они подыхают. Потом нам ставили... Кто сказал? Конечно, Еще раз. люди. Это мэр города наш был. Это Ханатов, мэр города. Он в СМС начал писать, что вот. Что люди не хотят выезжать, что инвентарку просят люди. Да. Вот, Те, мы кто просили, уезжает, они сколько просили хорошие, в интернете. а те, кто Они остаются, тут это сепары. Выезжайте в другие города. Объясните, куда выезжать? Вот, я я не не знаю, знаю, везде А что? Что бы вы делали в Польше и Чехии? Там рабы, рабочие нужны, как они бесславные сказали. рабы считались. Из одного подвала нас просто выгнали, сказали, идите к клубу, там будут вас вывозить. Может быть, а это был вечер, Под обстрелом. уже ни автобусов, ничего не было, все. когда автобус А люди приезжал, спросили, и сразу а начинают херачить. если мы не выйдем, ну люди ж По воду у нас там ходили разные. мужчины. И это, если мы не выйдем, ну, значит вы тут все и залышитесь. Про воду вы хотели рассказать. Про воду ходили не только мужчины, но и женщины. Но если они видят, что мы выходим, люди выходят по воду, они начинают бить чуть ли не по них. И если Зачем? тогда... А вот я не знаю, зачем не давать воду. Воды набрать, это надо... То есть за водой вы с риском для жизни ходили, да? Ребята носили из колодца воду. Вот мой сын и старший сын. И там ребята тоже, мужчины, тоже женщины выходили и носили воду. Ну что думаете, они буквально через неделю разбили этот колодец. И потом они начали искать колодец. Нашли. Тот же самый разбили. И так у нас там 4 колодезя. И так же самое, что потом ребята вот так вытягивали ведра, чтобы набрать водичку. Женщины там не могли вытянуть вот это. Они брали бедные, в таком, ну там тоже разбитый колодец, но там грязная вода. Просто люди пили грязную воду. Как, извините, делали нас как скотам. Не давали ни воды, ни ежи. Вот что я скажу. Хотите люди добавки, что если может, исправьте меня. Это ужас. Минута и обратно Да. в подвал, минута и обратно. Ну вот мой сын, я уже рассказала, что бежал, помогал для вот это, чтобы свет был, Солярку палец, качали, солярку. короче, на Ну что, предприятии. вот, хай скажет. Чтобы у нас свет был, генератор у нас, я обеспечил для нас свет. Мы с братом пошли в ночи качать соляру, тихо, никого нет. И они, сука, с 9 утра начали хуярить. Меня осколком по голове, я более-менее очнулся, а брат там в спину, и все, и горло. Выхожу, а там Завтра все 9 полностью дней. весь Завтра горит. вот 9 дней. Еще расскажите, как вы ходили просить, Чтобы чтобы его вывели. Потом же, я в шоке. Хотела, что ребята занесли его туда, а я смотрю, что у него шея, разбито. Все разбито, вот тут хлопцы брали. Так я хочу Военные сказать. тупо, можно сказать, отморозились. Они тупо Мы сказали, бежали. мы Мы врачей бежали. своих не будем. Да подожди, Валя. Машин Ты нет. расскажи, как мы бежали сначала. По нам Да. пулями стреляли. Стреляли. Сидит, От меня вот так вот извиняюсь, стреляли. тварь. И по нам видишь, мы идем в белой тряпке. Как нормально. Вот так и шли, и пахали вот А так. мы, Ну, блядь, зато стреляют по прилетело вот нам так. пулями. Мирному. Прихожу Как туда, так можно? Валера. Мужчины, женщины, дети стреляли, Мы да? вдвоем шли. По всем. Мы вдвоем По всем стреляли. Захожу туда, они находились по Майсе. Вот. Они выглядывают. Идите сюда, подхожу. Я начала просить, ребята, помогите. Ну я когда до людей обратилась, ребята, помогите, у меня сын ранен. Он вызвал там своего командира, этот выходит. Что у вас? Говорю, у меня сын погибает. Спасите, отвезите его в Артемовск или куда-нибудь. У мене машини нема, ви бачите, що бомбежка, чого я буду вам ще давати це? Говорю, ну медсестру дайте. Я вам не дам медсестру. Я впала на колено, я просила.
Они мне дали 2 каких-то пакета, вот так, что приложите. Я хотела сказать, приложите вы. Но побоялась, потому что из-за него я боялась, что его, Что его убьют? Да. А вони свободно могли забити. А потім ми тільки вийшли і опять почали, вже з першої техніки. Не з автомата, а вже з хорошої техніки. Що він мене тягнув, я вже не знала, як. А они вам не давали солярку? То есть у вас был генератор? Была же, да, жеста это. Ну, мы тоже просили, говорили, мужики, ну, как-никак, у нас свет надо, как. Они говорят, нет, у нас самой не хватает. Полуголодные. Полуголодные. Мы были чисто полуголодные. С нас просто издевались. Я не одна, я не вру. Вот дома людей. А расскажите, что было по поводу Америки, по поводу Илона Маска? Вы сейчас говорили, что агитировали. Да, это было, да. Ну давайте тоже другие пути. Он, этот их капитан сказал, что, короче, там уже у них куча техники в Украине, что там, ну, оружие, техники, всего уже хватает, и типа, ну, как он матерным словом выразился, типа все это, говорит, мы все это вернемся обратно, типа, это все типа временно. Говорит, тут жизни типа не будет, 20 лет. Это их не это сказал. Мы, говорит, вернемся обратно все. Пока типа, говорит, границы не восстановим обратно. Америка поставила... То есть они хотят Донбасс опять бомбить? Ну, они сказали, он сказал их нет, Современное он уже и смылся, оружие бросил. поставила Америка, и мы все равно захватим их. А командир утра А им мало, то, что они 8 лет бомбили бросил Донбасс. их и Мало. убежал. Командир их такой высокий, он смылся. Утром бросил он их и ранили, убежал. утром смылся в Бахмут, а своих, ну, вот этих, Они же часть оставались оставила в бригаде. там. Как хотите, что хочете, что Но они уже поняли, что их бросили, и они крутились так. Ну что? Значит, буквально на Пасху к нам пришли группа военных, ВСУшники, причем раненые. И достаточно 2 или 3 человека были вообще очень тяжело раненые, лежали, а все остальные, там, конечности, лицо было в осколках, ноги были в осколках. И у одного раненого он стонет, кричит, а у него замотана нога, и через грязный такой ботинок с грязью течет кровь. И я говорю, так, ну давайте снимаем ботинок, вот это, говорю, уберем, грязь уже, и замотаем. Говорю, вам поставили этот самый жгут? Он говорит, нет. Влетает медсестра і кричить, ви все дуры, отойдите. Ото я ему замотала, оце воно так и должно быть. Я говорю, нет, не должно воно таке бути. Я говорю, преподаватель, мы изучали начальную медицинскую, значит, практику. Мы должны иногда оказывать своим учащимся какую-то медицинскую помощь. Я говорю, это неверно. Она, отойдите. В конце концов оказалось, что она, я медсестра, я тут все знаю. Арест, значит, хай арест, значит, живый. Еще что она сказала? Если у вас не будет лекарства такого, какое вам ему надо, смотрите, не обижайтесь. Будете все вы на его месте. Поняли? Убьют нас нахрен. А потом, когда она расслабилась, она сказала, да я и не медсестра, я учительница начальных классов. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, кто развязал вот эту братоубийственную войну? Майдан. Нет, Америка вместе с Майданом. Америка с нашим... А вы понимаете, для чего славяне убивают славян? Там и есть куча совсем. Британия, все там все повязано. Ракеты американские. Рядышком, и Москва рядом. Чтобы устроить полевую Правильно? это я точно знаю. Утилизацию Мы им не Ну это нужны же, вообще. самый интересный момент. Как раз под боком у России сделать войну. Это ж, скажем так, милое дело, правильно? Под боком. Чтобы славяне убивали славян. Смотришь, читаешь новости, да, вот смотришь, читаешь новости, да. С одной стороны, получается, идет помощь, а с другой стороны идет только одно оружие. Ну вот здравый человек, как может оценить происходящее, правильно? Вот вопрос, еще раз вопрос. Да? Почему Америка посылает что-то оружие сюда?
по-братски, понимаете, помощь Украине, да? А почему они не пришлют колбаски, там, лекарства? Что-то нету такого. Почему? Они хотят убить, как Зеленский сказал, Оружие, пожалуйста. всех Ну, украинцев. Согласен. Воевать до последнего украинца? Да, конечно. Еще Это сказал Зеленский. интересный момент. А у последнего украинца паспорт еврейский. Еще такой очень интересный момент. К нам приходил ВСУшник Руслан. И когда он хорошенько там возлиялся, он сказал, да, вот из 30 снарядов американских гожих было тільки 3. Остальные це металлолом. То, что они вам поставляют, ну, украинской армии не ликвид. Не ликвид. То есть то, что, сработало только 3. то, что им не надо, они показывают. Это он лично говорил. Это же придумать. Россия выручила ту Молдавию, да, газ поставила. А та их премьерша, я поражаюсь. Как можно такие, это бред. Спасибо Байдену, выручил нас, дал бесплатно нефть, газ. Ну куда это? Это парадокс, да? Россия, да, я благодаря тому. Скажите, вам что рассказывали, еще раз повторите, пожалуйста, про вашу судьбу в случае, если придет российская армия, получение ЛНР? Чтобы мы были больше, чем мясо. Женщин будут и болтовать, насиловать. Особенно вот эти, которые были последние. А теперь, можете сказать, ну вот, рассказывали одно, что вы видите, какое к вам отношение, какое вы ощутили, ну, отношение к вам? Мы много видим, но мы знаем, что этого не будет. Там не надо понимать отношения, там достаточно страшно стоять. Не, я говорю про то, что вам рассказывали про нас, и то, что вы видите в реалии про нас. Простите, но мы сколько лет были вместе. Вы меня простите, но бред вот этот нести нам абсолютно не нужно. Мы же не дураки, мы жили очень даже дружно. Да, в Советском Союзе жили. Никто даже и не сомневался. Нет, никто, конечно, не поверил и никогда в жизни не поверил. Вы простите, у меня пол России это мои родственники, потому что у меня отец украинец, мать русская. Значит, точно так же и у каждого из нас. Я прибежала, и в мене поднялось давление. Мені сразу оказали помощь, укололи, укольчик сделали, таблетку под язык, я полежала и на это. Вот и пропало. Раненым женщинам сразу оказали помощь. Да, сразу моментально лежала женщина, Оказалось, раненая скорая. помощь оказалась, спасибо Солдат им. подошел, сделал укол, Помогли сделал, тягнуть как от положено, наших, не могли доктор. идти. Спокойно, а потом другими занимался. Мы своих не бросаем. Первые слова ваших ребят были, когда они зашли. Кому нужна медицинская помощь? Дети есть, больные есть, это были первые слова, которые сказали наши особи. Спасибо большое. Українці сказали, надо было ее пристрелить. Якого черта ты не пустый? Там парня, который стоял на этом. На самом деле, вот я